стране стартовал всероссийский театральный марафон. Один за другим театры России будут по цепочке приезжать друг к другу, передавая театральную эстафету. В Якутию с этой миссией приехал государственный чукотско-эскимосский ансамбль. Он передаст эстафету Русскому драматическому театру имени Пушкина. И сегодня гость нашей студии, директор государственного чукотского эскимосского ансамбля «Эргерон», почетный гражданин России Виктор Цвигун. Виктор Павлович, здравствуйте. 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 Виктор Павлович, вот первый вопрос таков. Что для вас, как для руководителя ансамбля, представителя сферы культуры, означает объявление в стране года театра? Вообще, что связано с тем, что культура у нас как бы действительно к ней повернулись лицом, и часто у нас есть какие-то мероприятия, которые связаны с культурной частью, и люди могут увидеть различные коллективы. Это очень здорово, и хотелось бы, чтобы продолжалась и в будущем такая же самая тенденция. Расскажите, пожалуйста, каким составом ваш ансамбль прибыл в Якутию? Ну, у нас состав небольшой ансамбль. У нас в ансамбле всего 20 человек, артистов. Вчера прибыло 16 человек, ну и звукорежиссер, и я там, как руководитель. Поэтому коллектив как бы практически полный, за исключением тех нескольких человек, которые находятся в декрете или по другим обстоятельствам не смогли приехать к вам. А какую концертную программу мы сможем увидеть? Значит, концертная программа у нас называется «Мелодии тундры». Концертная программа театрализованная, то есть мы как бы движемся к тому, что это будет связано все-таки с тем, что это театральное действие. Вот, ну, программа уже у нас как бы показана была. Мы 2 года назад на Восточно-экономическом форуме с данной программой на фестивале «Улицы Дальнего Востока» заняли первое место среди всех регионов с данной программой. Я думаю, что она будет интересна зрителю. А дальше вы куда отправитесь? Дальше мы планируем неделю здесь работаем, а дальше мы планируем отправиться в Магадан, Магаданскую область, и там еще недельку отработать. А в районах Якутии куда-то будете выезжать? В районах Якутии мы едем в село Майя и едем в город Покровск. Виктор Павлович, вот ваш ансамбль – это своего рода бренд, такой же знаменитый, как «Березка», хор имени Пятницкого. Вот сложно ли соответствовать такому высокому уровню? Что для этого делаете? Какая работа вообще проводится с коллективом? Ну, в первую очередь, это кропотливая работа с утра до вечера. Ребята действительно в полную силу отдаются своему искусству, тому, что они знают с самого детства, с рождения, передаются из поколения в поколение. И, ну, я хочу сказать, что я горжусь тем, что ансамбль действительно имеет высокий уровень, высокую планку. Мы стараемся стремиться дальше. И я думаю, что это дальнейшее наше стремление, оно заметно и по всей стране. Нас приглашают на фестивали. Вот мы 24 марта будем работать в Кремлевском дворце вместе, опять же, с ансамблями, которые вы назвали знаменитыми, что нам очень приятно. Ну, насколько часто происходит обновление коллектива? Вы знаете, вопрос сложный, потому что никто не готовит танцоров для национальных коллективов, маленьких народностей севера. Но, тем не менее, мы стараемся просто брать ребят одаренных и готовим сами на своей собственной базе, своими собственными силами. Вот помимо того, что вы профессиональный танцевальный ансамбль, вы еще и способствуете сохранению культуры, как раз-таки чукчи и эскимосы. Вот какую работу вы ведете по сбору и изучению традиций, обычаев северных народов? Ну, у нас богатейшая коллекция есть информативная, которую мы собираем и собирали в те предыдущие годы. В настоящий период мы приглашаем стариков, приглашаем людей, которые еще имеют какие-то знания, познания с той далекой культуры. Вот совсем недавно, в прошлом году, у нас было 50-летие коллектива, мы отмечали, и, соответственно, мы пригласили даже тех, кто был в первом составе коллектива, люди, которые были у истоков, самые-самые, ну, они уже, конечно, пожилые люди, их осталось совсем немного, но, тем не менее, они до сих пор еще бодры и нам показывают свои действия. Мы все записываем, конечно, с ними работаем, стараемся так, чтобы культура была поддержана, и поддерживают не только, допустим, там наши ребята, а поддерживают и другие коллективы, то есть мы работаем сообща в нашем небольшом округе, по площади большом, а по количеству жителей незначительном. Вот, и нам оказывает содействие наша администрация, губернатор, мы действительно как бы на хорошем счету, и хорошие поездки и все прочее, это тоже, конечно, не только наша заслуга, заслуга и народа Чукотки, который может свою культуру показать, ну, всему миру. А есть ли в репертуаре танцы других народов, к примеру, ну, якутские?
Ну, я хочу сказать, что у нас попытки были в предыдущие годы, ну, 2000-е годы, да, были попытки, так сказать, как бы разнообразить репертуар другими какими-то танцами. Ну, вы сами понимаете, даже когда приезжаешь в какое-нибудь эскимосское село, то старики говорят: ребят, ну, надо танцевать эскимосские танцы, и вы танцуете их не так, а мы вот должны показать вам так. Тем более, если мы будем показывать на якутской земле или где-нибудь в другом месте, показывать танцы других народов, ну, я считаю, что мы должны показывать свое, а люди, которые непосредственно занимаются культурой Якутии, то показывают свое, свои коллективы. Их здесь достаточно большое количество, мы многие знаем, переписываемся с ними, встречаемся на фестивалях, поэтому у нас как бы есть тесный контакт. А вот находите ли вы какие-то сходства вот как раз между народами Севера, да, в танцах? Танцы народов Севера, практически, ну, большинство из них, они связаны с природой. Они связаны в первую очередь с тем, как движется трава, как летит птица, как она кричит, как она... В общем-то, все это взаимосвязано с тем, как все происходит непосредственно вот в природе. Вот. И действительно... Я тоже как-то не знал какой-то период, что собой представляет культура чукотская. Но сейчас с каждым годом понимаешь все больше и больше. Действительно, это просто фантастика. Фантастика, которую можно смотреть и удовлетворяться каждый день этим. Но все-таки есть же какие-то различия, как, допустим, эскимос видит, как течет река, или как эвенг? Наверное, скорее всего, есть какое-то различие, но значительность этого различия понимают только исконно, ну, как бы жители тех коренных народов. Они понимают это. Может быть, нам не совсем понять, потому что у каждого своя культура, у нас, слава богу, страна многонациональная, и все поддерживаются, и все работают. Поэтому я считаю, что все, что происходит на сцене, любое действие любого коллектива, это должно человека наполнять радостью жизни, тем, что вот действительно все вокруг ведь хорошо, и хочется, чтобы было лучше. А как вы относитесь вот к современной трактовке, скажем так, да, традиционных танцев, песен? Современная трактовка. Ну, у нас тоже в репертуаре есть эстрадированные танцы, и песни есть, потому что зритель разный, мы приезжаем в разные регионы, и этническую именно культуру показывать на протяжении там, часа-полутора часов, это весьма сложно для зрителя в первую очередь. Мы это понимаем, и мы стараемся всячески подойти к тому, чтобы каждому было по душе. Например, этнические вещи за границей – это одна вещь. Этнические вещи, допустим, здесь, на территории центральной, территории нашей страны, в центре, это совсем другая вещь. То есть по-разному все воспринимают. Эстраду нашу воспринимают, конечно, коренные жители не совсем хорошо, а вот люди со стороны, которые приходят на наши концерты, они, конечно, понимают. У нас есть замечательные, ну, я точно знаю, что это хиты, которые мировой масштаб, может быть, не совсем имеют, но, тем не менее, по России 100%. Вот. Есть Нулингран танец, который сейчас звучит на всех дискотеках, которые есть в Москве. Дискотеки, ночные бары, я сам лично слышал. Это, конечно, удивительно, но мы ничего не можем с этим сделать. Плагиат, он существует, к большому сожалению, очень жаль, но, тем не менее, с этим бороться сложно в настоящий период. Дай Бог, чтобы все это решилось в какой-то период времени. Ну, вот гастрольная география, какова она? Гастрольная география, ну, вообще коллектив за 50 лет посетил очень большое количество стран. Вот. Последние несколько лет мы за границу не выезжали. Сейчас, ну, как бы за границей не совсем легко работать. Вы сами понимаете, политические какие-то моменты. Хотя мы вот в прошлом году сделали большой тур по Европе. Ну, не по Европе, мы, в общем, выступали в Италии. Ну, мы проехали на автобусе из Москвы и до Италии. Вот, соответственно, проезжая Польшу, Чехию, там, Австрию. Я не видел нигде, что кто-то относился к коллективу, к людям, которые вот есть. Мы ходили там в какой-то одежде, ну, не в национальной, но связанной там с Россией и так далее. Я не ощущал такого вот какого-то пренебрежительного отношения. Работать там легко, но есть нюансы свои. Не все коллективы, ну, такого уровня, как, допустим, наш. Я не хочу сказать, что мы самые-самые, но тем не менее, мы вот были на фестивале в Италии, и, соответственно, нас на протяжении короткого периода, там, считай, 10 дней,
Мы практически на фестивале не работали, мы работали по всей Италии. Нас возили везде, у нас был свой автобус, нас возили, мы выступали в разных театрах, на разных сценах, и на уличных, и на таких. Это здорово, людей масса, подходят, многие знают язык русский, многие там живущие хотят пообщаться и так далее. Но действительно от этого получаешь удовольствие, я как руководитель, конечно, ну а ребята, им просто большущее спасибо за то, что они есть, за то, что они работают именно в этом жанре, в этом направлении, и то, что это развивается, то, что это поддерживается, и в том числе и в рамках марафона, это очень хорошо. Каких впечатлений вы ждете от якутских зрителей в таком случае? Ну, я так понимаю, со вчерашнего дня, с момента нашей встречи, нашей посадки в самолете, когда в самолете стюардесса объявила то, что с нами летит государственный чукотский эскимосский ансамбль, и все аплодировали, это было супер. Когда нас встречали с табличкой такой большой в порту, ансамбль, потом мы зашли в гостиницу, где мы живем, в Полярной Звезде, в хорошей гостинице, тоже висит большущий баннер. То есть, как бы, понимаете, приятно, что встречают высокие лица, из министерства люди приходили и так далее. Нам действительно на сегодняшний момент комфортно. Директор театра с нами вот вчера, сегодня как бы уже с утра, поэтому это очень здорово. Ну, разместили хорошо, спасибо. Пока все хорошо, я надеюсь, что будет не только пока, а вообще хорошо. Виктор Павлович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Успешного вам выступления у нас. Спасибо. Конечно же, творческих успехов.